если называться они без разрешения государства, государственных органов не имеют права, и нет у них такого права. Если они не входят в состав вооруженных сил, формально организованных и уполномоченных легитимными органами власти. Да-да. Вооруженные силы, юридический институт государства, законное право использовать это наименование и действовать от имени государства принадлежит только органу, который по внутреннему и международному праву создает и распоряжается такими силами. Я Когда они понимаю, действительно когда Да-да, говори, говори. Давай. Когда они действительно входят в состав вооруженных сил другого государства, например, поступили на службу в армию Украины, они становятся членами вооруженных сил этого государства с точки зрения международного гуманитарного права, рассматриваются как законные комбатанты той стороны при выполнении общих условий законности ведения войны. В этом случае они не именуются вооруженными силами Ичкерии, а права и иммунитет связаны с государственной принадлежностью к принимающему государству. Если они действуют самостоятельно, не состояв в составе, в статусе формальной воинской структуры какого-либо государства, то их правовой статус сомнителен. Могут классифицироваться как незаконные комбатанты, участники насилия, а при определенных обстоятельствах как меркантильные бойцы, мерсенеры их называют, наемники, то есть, грубо говоря,